Всем привет, с вами Ахтылек Капаров. В последнее время почти каждый день государственные органы власти сообщают, что за связи с ОПГ задерживают бизнесменов, чиновников и увольняют десятки, а то и сотни государственных служащих. Короче говоря, идет беспощадная борьба с коррупцией и организованной преступностью. А действительно ли это так? Давайте сегодня попробуем в этом разобраться. Поехали! Мне кажется, что это не совсем так. За связи с ОПГ и отмывание преступных доходов недавно задержали ряд бизнесменов. Например, это хозяин рынка Мадина Турсунтай Салимов, основатель Elite House Тимур Файзиев и бизнесмен Олег Подобедов. Салимов и Файзиев до сих пор находятся в заключении, а Подобедова отпустили под подписку о невыезде. Некоторые зрители могут подумать: да, но ведь по новостям же показывают, как задерживают даже чиновников за связи с ОПГ. Поэтому мы думаем, что идет беспощадная борьба. Ну, смотрите. Недавно в сеть слили видео, где глава Кабмина Акылбек Джапаров участвует в праздничном мероприятии матери криминального авторитета Камчыбека Кульбаева. Майя Жайыстың тілегін орындатыш үшін, урматтуу агайын туугандар, бери дегенде 10 жыл, ары дегенде 20 жыл керек. Ошондуктан Майя Жайыске ден соолук каалап коелу, улуктарына да наказ берели, жердеме ошого 10 жыл, жок дегенде ары десек 20 жылга чейин биздин эжебизди жакшылап багып бериңиздер. И вот что на этот счет ответил глава ГКМБ Камчыбек Ташиев. Акылбек Сөбектин тойго барганы боюнча ал 5 жыл мурда барган экен. Айтып атпаймынбы? Вот Кульбаев менен мен деле таанышмын. Тааныш болгом. Мен деле жолукканмын. Акылбек Сөбек 5 жыл мурда тойго барган, ал тааныш болгон. Бирок мына 3 жылдан бери биз менен иштеп атат, эч кандай байланышы жок, эч кандай сүйлөшүү жок. Эгерде Акылбек Сөбековичтин ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса, же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даяр. Вот так вот, друзья. Кстати, вместе с Акылбеком Джапаровым в этом мероприятии также были все тот же владелец рынка Мадина Турсунтай Салимов, нынешний депутат Эльмурза Сатыбалдиев и глава представительства Евразийского банка развития Нурлан Акматов. В своей речи Камчыбек Ташиев почему-то про них ничего не сказал. Идем дальше. А этого человека, пожалуй, вы все знаете. Его зовут Акылбек Тюменбаев, сват президента и депутат. Акылбек Тюменбаев Камчы Көлбаевдин жанагы похоронуна барса, аны жазалабайсыңар дейт. В прошлом году в сеть также слили совместную фотографию Акылбека Тюменбаева, Садыры Джапарова и Орузахуна Сайдазимова, то есть Азима Роя. Азим Рой – это укулята крим-авторитета Камчы Кульбаева. В 2021 году он даже получал медаль в честь 95-летия кыргызской милиции. И в честь него назвали улицу в Чалдаваре. А недавно ГКМБ объявил Азима Роя в межгосударственный розыск. Давайте послушаем, что же сказал Ташиев насчет свата президента Акылбека Тюменбаева. Эмне үчүн тартпайбыз Акылбек Тюменбаевди жоопко? Акылбек Тюменбаев эл шайлаган депутат. Ошол жерден эл шайлай берген. Эл кандай депутатты шайласа, биз ошол депутаттар менен иштеп атабыз. Бирок аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Акылбек Тюменбаевди бүгүн эле барып мандатын тапшыртып, же болбосо иштен кууп жибере турган адам эмес экен, аны эл шайлаган. Эгерде Акылбек Тюменбаевдин ордунда кайсы бир чиновник болгондо, мамлекеттик кызмат иштегенде, 1 сааттан кийин жумуштан алдырмакмын. 1 сааттан кийин жумуштан кетмек ошолчу. Аны өзү четсин. Өзүнүн оюна, өзүнүн как говорится, уят сыйытына коёйлу. Эгер өзү кетем десе, кетип калса, өзү дагы жакшы болот. Жок, мен мындан арда иштейм десе, аны да өзү билсин. Бирок Акылбек Тюменбаевдин бүгүнкү күндө ошол Көлбаев менен байланыштар чыккан эле күнү мен кылмыш ишин козгойм. Азырынча чыга элек. Да, такие дела. Вы все еще помните бизнесмена Олега Подобедова, которого задерживали за связи с ОПГ. При обыске у него нашли патроны, ножи и большое количество государственных документов. Так вот, в конце октября его отпустили под подписку о невыезде. До задержания Подобедов был одним из соучредителей фирмы «Гознак». Почему был?
Да потому что в начале ноября эта компания проходит перерегистрацию, и его имя уже не числится в списке учредителей. Единственным учредителем компании стала типография при управделами президента. Мы нашли связи Олега Подобедова с родным братом Акылбека Тюменбаева. Да, это тот самый Турузбек Тюменбаев. Он и Олег Подобедов были бизнес-партнерами. До конца сентября 2021 года Турузбек Тюменбаев вместе с Олегом Подобедовым числился соучредителем в компании «Континент Плюс». Затем в том же 2021 году фирма прошла перерегистрацию, и соучредителем компании вместе с Олегом Подобедовым стала дочь Турузбека Тюменбаева. Айгерим Турузбековна также была в списке соучредителей фирмы «Деловая стратегия». А «Деловая стратегия» выигрывала тендеры у компании «Гознак». Темиров Лайф даже выпускал расследования об этих людях и компаниях. И что же получается? Компания дочери Тюменбаева выигрывает тендеры у фирмы Гознак, а уже эта компания выигрывает тендер на 500 миллиона у госучреждения УНА, а Турузбек Тюменбаев там директор. У Тюменбаева и соучредителей Гознака есть совместное ОСО «Континент Плюс». И Гознак, и Континент Плюс входят в состав группы компаний «Континент». И вот после этого расследования Тюменбаев со скандалом был уволен с поста директора госучреждения УНА, а в этом году назначен уже директором Бишкек Асфальт-сервиса. В других странах чиновники подают в отставку даже за то, что передают $200 на похоронах, оскорбляют журналистов или позволяют друзьям участвовать в своей работе. Например, в 2011 году министр обороны Великобритании Лиам Фокс признал, что позволял своему другу активно участвовать в работе министерства и сложил свои полномочия. И вот еще один пример. В 2020 году министр финансов Финляндии подала в отставку из-за того, что потратила бюджетные деньги на курсы по ораторскому мастерству. Представляете, что будет в других странах, когда выявят связи должностных лиц с организованной преступностью? Борьба с коррупцией и организованной преступностью в первую очередь должна вестись в стенах Белого дома, в стенах Серого дома. Простые кыргызстанцы должны на деле видеть, что действительно нет неприкасаемых, что всех призовут к ответственности, кем бы ты ни был. Только в этом случае простой народ будет уверен в светлое будущее, исчезнет коррупция, снизится уровень преступности и страна встанет на путь развития. Подписывайтесь на канал Алга Медиа и Эксклюзив КЖ. С вами был Ахтилек Капаров и до новых встреч!